последнее время все мы наблюдаем очередной всплеск мифов о цифровом рубле. При этом основной канал распространения такой информации – это рассылка сообщений в мессенджерах и соцсетях. Банк России рекомендует пользоваться достоверными источниками и не доверять непроверенной информации. Все о цифровом рубле можно узнать на официальном сайте мегарегулятора. Цифровые рубли выпускаются именно в дополнение к наличным и безналичным средствам платежа. Выбор – открывать счет цифрового рубля, пользоваться ими или нет, остается только за человеком. Как нам сообщили в региональном отделении Банка России, призывы бежать в МФЦ с заявлением об отказе использования цифрового рубля ничем не обоснованы. Открыть цифровой кошелек, то есть счет цифрового рубля на свое имя, сможет только сам человек, только при желании и только через мобильное приложение своего банка, подключенного к платформе цифрового рубля. Никто другой за него это сделать не сможет. Автоматически открываться цифровой кошелек никому не будет. Если человек посчитает, что ему не нужен подобный инструмент, он просто не будет открывать счет цифрового рубля. И в связи с этим никаких специальных заявлений об отказе пользоваться цифровыми рублями, заполнять и относить в МФЦ или какие-то другие инстанции не нужно. МФЦ не имеет никакого отношения к открытию счетов цифрового рубля. Федеральный конкурс молодежного предпринимательства «Создай наше» стартовал, предлагая начинающим предпринимателям от 14 до 28 лет уникальную возможность пройти обучение по основам предпринимательской деятельности и разработать проект открытия нового или масштабирования действующего бизнеса. Этот проект является совместной инициативой Агентства стратегических инициатив, корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». В этом году конкурс предлагает два направления – молодежь без бизнеса и бизнес до 3 лет. По итогам конкурса 30 победителей получат по 1 миллиону рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от корпорации МСП. Регистрация на конкурс открыта до 3 марта, а обучение начнется 11 марта и продлится 3 недели. Эксперты профессиональных деловых объединений и успешные представители бизнеса поделятся своим опытом с участниками. Название победителей и награждение состоится на торжественной церемонии 26 мая. МСП в сфере легкой промышленности смогут получить в 2025 году около 7,5 миллиардов рублей кредитов под зонтичные поручительства корпорации МСП. Банки и партнеры корпорации МСП уже получили специальные лимиты поручительств на сумму около 3,7 миллиардов рублей. Лимиты доведены до 4 кредитных организаций – Сбербанк, Альфа-банк, МСП-банк и Банк ВТБ. Цитата. В сфере легкой промышленности сегодня осуществляют деятельность свыше 50 тысяч субъектов МСП. Только за последний год создано около 8 тысяч таких предприятий. Специальный лимит корпорации МСП расширяет доступ МСП к финансированию и дает возможность реализовать задачи по развитию бизнеса, в том числе приобрести оборудование и материалы, заявил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что производители текстильных изделий и одежды, а также те, кто занимается дизайном в этой сфере, могут привлечь до 50 миллионов рублей на срок до 10 лет. Комиссию за поручительство платит банк, а не предприниматель. Завершаем выпуск экономических новостей. Информация о курсе валют на сегодня.